На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала о вопросах, которые обсуждаются в правительстве России. В Центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная видному политическому деятелю Абхазии Борису Адлиба. Почему жители и гости республики выбирают напитки Сухумского пивоваренного завода? Наша съемочная группа побывала на предприятии и ознакомилась со списком качеством продукции. Делегация Абхазии, возглавляемая президентом Асланом Бжаня, и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное производственное объединение. Абхазской делегации рассказали о работе производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Аслан Бжаня высоко оценил наработки уфимских моторостроителей. Посетив производственные цехи, я в очередной раз укрепил веру в то, что когда Республика Абхазия и Россия вместе, мы непобедимы, сказал Аслан Бжаня, добавив, что с Республикой Башкортостан Абхазия готова к тесному и выгодному для обеих сторон сотрудничеству во многих сферах. В завершении экскурсии Аслану Бжаня подарили уменьшенную копию истребителя Су-35. Аслан Бжаня и Андрей Назаров также посетили историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» и одноименную пещеру в Бурзянском районе. Андрей Назаров рассказал, что музей соответствует европейскому уровню, что позволит привлечь в Бурзянский район еще больше новых туристов. А наскальная живопись пещеры является достоянием всего человечества, которое в будущем должна попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Абхазии отметил, что после посещения Бурзянского района у него не осталось никаких сомнений, что у двух республик много общего. И одним из главных точек соприкосновения является то, что и в Абхазии, и в Башкортостане невероятная природа. Комплекс «Шульган-Таш» – это научно-исследовательский и просветительский музей, выполняющий функцию главного офиса музея-заповедника. Экспозиция галереи включает 7 тематических блоков. Главный экспонат – собрание репродукций древних наскальных изображений пещеры. Общая площадь комплекса составляет 4000 квадратных метров. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган находится в Москве с рабочей поездкой. Состоялся ряд встреч по обсуждению вопросов социально-экономического развития Абхазии. О вопросах, которые обсуждались в правительстве России, Кристина Озган рассказала в интервью нашей программе. Репортаж Эсмугуланце. 13 июля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Стороны обсудили вопросы энергообеспечения республики, ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из России. На данной встрече обсуждались вопросы, непосредственно связанные с энергообеспечением Республики Абхазия, теми договоренностями, которые были достигнуты в рамках встреч президента Республики Абхазия с Новаком Александром Валентиновичем, а также вопрос, связанный непосредственно с ценообразованием на нефтепродукты. В рамках этой встречи были даны поручения профильному ведомству провести переговоры дополнительные по данному вопросу в целях выработки механизма решения данного вопроса. Кроме того, Озган встретилась с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Обсуждались программы межгосударственной поддержки, совместные инвестиционные проекты, а также восстановление авиасообщения. На данном этапе мы фактически уже работаем над составлением проектно-сметной документации. Этим занимается соответствующая профильная организация. Уже фактически определены основные параметры и технические характеристики того, что планируется там, соответственно, делать. Мы в рамках этой встречи обсуждали объемы, источники финансирования, порядок и сроки реализации проекта. Также состоялась встреча с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Обсуждались в целом перспективы развития Абхазской железной дороги и, в частности, проблемы с загруженностью южного направления в летний период.
Наша просьба заключалась в том, чтобы руководство РЖД оказало нам поддержку в своевременной доставке жизненно важных грузов для Республики Абхазия, к которым мы, безусловно, относим нефтепродукты, продукты питания и другие товары. У нас проблемы, как вы знаете, на границе с Российской Федерацией именно при переходе по автотранспорте, при переезде автотранспортом. Поэтому если мы, конечно, смогли бы увеличить и переориентировать часть потока именно на железную дорогу, то это было бы, конечно, на мой взгляд, правильно. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсуждались вопросы развития цифрового телевидения. В Министерстве энергетики состоялась беседа с заместителем министра Евгением Горобчаком. Это, значит, программа, которая была утверждена правительством, программа о создании системы учета. Второе направление – это механизмы, возможные механизмы обсуждались по проведению ремонтных работ на ВЛ Чегвара. Также сегодня еще состоялась встреча с заместителем министра энергетики Российской Федерации господином Сорокиным Павлом Юрьевичем. В рамках этой встречи мы обсуждали вопросы ценообразования на нефтепродукты. Достаточно предметный был сегодня разговор. Мы, значит, очень предметно обсуждали порядок ценообразования как в Российской Федерации, так и в Республике Абхазия. В принципе, к вопросам формирования ценообразования в Республике Абхазия вопросов у российской стороны нет. Решения принятые являются вполне корректными. Теперь остается обсудить, какие механизмы могут быть задействованы в решении данного вопроса. На понедельник назначено еще одно рабочее совещание, на котором продолжится обсуждение вопросов. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение. В Министерстве иностранных дел состоялось совещание на тему урегулирования вопросов двойного гражданства и упрощенной процедуры приобретения гражданства Российской Федерации гражданами Республики Абхазия, сообщает медиацентр МИД. В настоящее время прорабатываются условия приема в гражданство Российской Федерации граждан Республики Абхазия. Тематическая фотовыставка, митинг и памятные мероприятия пройдут в республике 15 августа в День добровольца. План мероприятий был утвержден на очередном заседании Государственной комиссии по организации празднования 30-летия добровольческого движения периода Отечественной войны народа Абхазии. Также утвержден список приглашенных из числа общественных организаций Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Северной Осетии и Чечни. В Центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная видному политическому деятелю Абхазии Борису Адлиба. Мероприятие планировали провести еще в 2021 году, к 90-летию Бориса Викторовича, но их перенесли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Подробнее в репортаже Рады Чечава. Верный сын Абхазии, патриот, человек с большой буквы, масштабная личность в судьбе маленькой страны. Борис Адлиба возглавил обком Абхазии в 1978 году, в один из самых сложных периодов общественно-политической жизни страны. После включения Абхазии в состав Грузинской ССР многие десятилетия абхазский народ не имел возможности влиять на политические и культурные процессы на своей земле. Но Борис Адлиба, используя богатый политический опыт, внес неоценимый вклад в развитие практически всех сфер жизни республики. Благодаря ему абхазы смогли прописываться в Сухуме, хотя до этого были лишены этого права. Он был одним из организаторов и непосредственным участником разработки и принятия известного постановления по Абхазии, после которого на карте республики появились новые промышленные предприятия. Именно при Борисе Адлиба были открыты Абхазский государственный университет и телевидение. Таких людей мы не должны забывать. Это не за то, что там это была наша эпоха, мы с ними работали. Просто эти были личности. Посмотрите, Дзизария, глыба абхазская, Борис Викторович, Джумбер Ильич Патиашвили. Он очень интересный был, он особое внимание, Борис Викторович, всегда уделял культуре. Это он умел своим подходом, своей теплотой, своей человечностью, своим умением дружить с людьми. На открытии выставки, рассказывающей о самых значимых событиях жизни видного политика, его сын Астамур Адлиба искренне поблагодарил каждого, кто поддержал посвященные Борису Викторовичу мероприятия.
Огромное спасибо хочу выразить Министерству культуры, во-первых, Дауру Кове. Хочу выразить благодарность вице-президенту Бадри Гумба. Он председатель комиссии был. Президенту страны особая благодарность. Он нас поддержал в этом мероприятии, помог, чтобы мы его провели в написании книги и всех остальных мероприятий. И всем гостям, которые сегодня здесь находятся, огромная благодарность от семьи Адлиба Бориса Викторовича. Наверное, мне, может, нельзя так говорить, но этот человек все-таки фактически своими поступками доказал, что не главное это место, а главное это то, ради чего он туда пришел. И мне кажется, что для сегодняшних руководителей это хороший урок, чтобы они смотрели и видели, что иногда нужно совершать поступки ради своей родины. За 11 лет работы на посту первого секретаря обкома партии Борис Адлиба проявил себя как дальновидный и принципиальный дипломат, который всегда защищал интересы абхазов. Грузинские власти всячески препятствовали широкому размаху в деятельности руководителя Абхазии, но Адлиба, будучи тонким дипломатом, старался брать бразды правления в свои руки, мог не считаться с мнением руководителей Грузии и не раз обращался к правительству Советского Союза с просьбой помочь абхазскому народу в его желании на самоопределение. Достойно представляя и защищая интересы своего народа, Борис Адлиба подписал Лыхнинское обращение. Самое главное, что у него Бог что ему дал, это умение общаться с людьми. Вот мне приходилось много раз летать на разные совещания, когда он заходил в зал. Хотят, не хотят, все вставали. Борис Викторович, он был очень представительный, очень интересный, с юмором. Один из видных руководителей Абхазии, который привнес свой вклад в становление нашего государства. Мы прекрасно знаем историю. И тот исторический документ, который он подписал, будучи руководителем Абхазии, в советский период времени на это решиться наверняка было сложно, но при этом он проявил свое мужество и рядом со своим народом, став рядом со своим народом, безусловно, сделал все, чтобы качество жизни его народа, жизни народа было лучше и лучше. И, безусловно, тот вклад, который привнес Борис Викторович, навсегда останется в истории нашего народа. Выставка, приуроченная к 90-летию Бориса Адлиба, стала одновременной презентацией книги под названием «Верный сын Абхазии» Бориса Адлиба. На стенах центрального выставочного зала 52 фотографии из личного архива семьи Адлиба. Фотографии, рассказывающие о судьбе государственного деятеля, преданного своей родине всей душой и сердцем. В книге лишь малая часть всего, что можно сказать о столь значимой личности. В ней воспоминания современников о замечательном человеке, о широте его души, незаурядном уме и мужественном, сильном характере. Книга тоже выпущена в рамках работы нашей государственной комиссии по празднованию 90-летия Бориса Викторовича. В эту книгу вошли, книга небольшая, я думаю, что о Борисе Викторовиче можно было бы написать еще больше материалов, наполнить. Но это первый этап, где отражены основные его политические шаги, жизненный путь определенный Бориса Викторовича. Я думаю, что читателям очень будет интересно ознакомиться с этой книгой. Бориса Викторовича Адлиба не стало в ноябре 1990 года. Во время визита в Москву в гостинице Борису Адлиба стало плохо. Случился 3-й по счету инфаркт. Громадное сердце абхазского политика, вместившее в себя все чаяния и надежды народа, не выдержало. Борис Адлиба был награжден множеством орденов, медалей и грамот. Сегодня его имя носит одна из улиц Сухума. Спустя многие годы память о защитнике Абхазии, истинном патриоте, лидере абхазского народа в сложное, переломное время хранится в сердцах людей. А это значит, что память о нем воистину вечна. Рада Чачава, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Лето в разгаре. В знойную погоду большим спросом пользуются холодные напитки. Жители и гости столицы среди огромного ассортимента очень часто выбирают продукцию Сухумского пивоваренного завода. Наша съемочная группа побывала на предприятии и ознакомилась со списком и качеством выпускаемых здесь напитков. Репортаж Гугуцы Вардания. Лимонады, груша, тархун, мандарин, хайва и другие вкусы, водка, чача, квас и, конечно же, знаменитое сухумское пиво. Вся эта продукция производится на Сухумском пивоваренном заводе.
Совсем недавно ассортимент выпускаемой заводом продукции пополнился еще одним наименованием – мандариновой водкой, которая пользуется большим спросом среди гостей столицы. Мы из концентрированного сока делаем перегонку, получаем ароматизированный спирт мандариновый и дальше уже купажируем уже со спиртом премиального люкса. У нас получается такая с приятным ароматом мандариновая водка. Вся продукция проходит контроль на качество. Сотрудники завода внимательно следят за этим и проверяют каждую бутылку. Одновременно работают 6 цехов по производству алкогольных и безалкогольных напитков. К примеру, в этом цехе работают 13 человек. Здесь находится цех розлива 5-литровой столовой водички «Азанта». «Азанту» мы привозим с Гуместинской скважины. И далее уже наша водичка проходит механическую фильтрацию. Перед тем, как идет на розлив, водичка непосредственно перед розливом проходит мембранную фильтрацию. Очищается от той микробиологии, если она в ней есть, очищается и идет на розлив. Пока что в этом цехе разливают только воду в 5-литровых бутылках. Однако в планах разливать здесь алкогольные и безалкогольные напитки. В течение месяца у нас планируется также, мы привезли оборудование, универсальную линию ПЭТ-розлива. У нас будет разливаться и водичка 0,5, будет разливаться пиво также в ПЭТ-бутылочку. И безалкогольные напитки, лимонады будут разливаться тоже 0,5, 1,5 литра. И даже квас будем разливать уже на новой линии. И безалкогольная продукция у нас будет уже с новыми экзотическими вкусами. В летнее время работы здесь в 2, а то и в 3 раза больше. Жарко не только на улице, но и на заводе. Отсюда уже готовые напитки поступают на упаковку. В день через этот конвейер проходит около 150 гектолитров напитков. В начале сезона цены на продукцию изменились. Связано это, по словам сотрудников, с тем, что поменялась логистика. На пиво, на солод, именно один из самых ингредиентов важных пивоварения, солод, поднялась цена на 200%, а хмель на 100%. А вот ингредиенты на безалкогольную продукцию на 80-90% поднялись цены. И еще вот даже сахар, который мы в общем-то не привозим из Европы, а привозим из России, даже на сахар очень сильно поднялись цены. И таким образом мы не могли работать в проигрыше, и пришлось нам добавлять цены на всю продукцию. Сколько примерно поднялись? Знаете, от 10 до 20% у нас поднялись цены. Продукция Сухумского пивоваренного завода пользуется большим спросом не только среди жителей и гостей республики. Уже 2 месяца как безалкогольные напитки представлены в Курске, Краснодарском крае, а в ближайшее время планируется поставлять продукцию и в Москву. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В ВАК презентовали короткометражный фильм «Амины Кварча «Ягненок», снятый по рассказу народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Выпускница режиссерского факультета ВГИК Амина Кварча выбрала это произведение для своей дипломной работы. Съемки фильма проходили в селе Джгярда и в поселке Аймара Чумчирского района. Главную роль мальчика исполнил школьник из села Чуло Чумчирского района, 10-летний Данат Чулокуа. В фильме также сыграли артисты Абхазского драматического театра Сырби Сангуля и Лаври Кахба. «Ягненок» уже победитель 6 фестивалей в Японии, Румынии, Македонии, Италии, Санкт-Петербурге. Силами инфопортала ВАК фильм будет переведен на 5 языков и опубликован на сайте Конгресса с субтитрами. Фильм «Ягненок» вы можете посмотреть в ближайшее время в эфире Абхазского телевидения. При поддержке Министерств культуры России и Абхазии, а также Росконцерта 26 и 28 августа в Сухуми и в Пицунде пройдет юбилейный 20-й фестиваль «Хибла-Герзмава приглашает». В галоконцертах, которые состоятся в Абхазском государственном драматическом театре и Государственном концертном зале Пицунского храма, выступят Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова,
Дирижер и виолончелист, народный артист России, заслуженный артист Абхазии Феликс Коробов, заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии Вероника Джиоева, Василий Ладюк и Мигран Агаджанян, студентка Академии русского балета Кристина Чкотуа. Вести концертные программы будет Юлиан Макаров. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу с вечера и до полудня воскресенья временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 24-29, температура морской воды 25. И на этом наш выпуск завершен, а я желаю вам всего хорошего.